Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boylu. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. В МИД Азербайджана прошло мероприятие в связи с 30-летием Азербайджана-кыргызских дипотношений. В Министерстве иностранных дел Азербайджана прошло мероприятие по случаю установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. В мероприятии приняли участие руководящий состав МИД, сотрудники посольства Кыргызской республики в Азербайджанской республике, руководитель торгово-промышленной палаты Кыргызстана, руководитель общества дружбы Кыргызстан-Азербайджан и другие гости. На мероприятии выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халав Халафов, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев. Они отметили высокий уровень развития сложившихся за 30 лет Азербайджано-кыргызских отношений. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү маарекенин катышуулары, азиз достор, биринчиден элчиликтин атынан ошол бүгүнкү салтанаттуу фото көргөзмөнү жана ушундай кабыл алууга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Чоң сау болуң, чоң рахмат. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Во-первых, позвольте поблагодарить, выразить сердечную признательность за сегодняшнее приглашение, которое посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой. Позвольте прочитать приветственное послание президента Кыргызской республики Садыра Нургожевича Жапарова в адрес президента Азербайджанской республики. Уважаемый Гейдар Алиевич, начало 2023 года знаменуется круглой датой, 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой. По случаю этого прекрасного события искренне рад поздравить вас и братский азербайджанский народ. Горд, что взаимоотношения между нашими народами, построенные на прочном фундаменте многовековых уз дружбы, языковой, культурной, религиозной и исторической близости, обрели межгосударственный и дипломатический статус. Высоко оцениваю достигнутый нашими совместными усилиями уровень политических связей и взаимовыгодного сотрудничества, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарных сферах, которые вышли в минувшем году на стратегический уровень по итогам наших апрельских и октябрьских двусторонних визитов. Уверен, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между нашими народами будут и впредь развиваться и укрепляться, и в дальнейшем будут носить последовательный характер. Желаю вам, ваше превосходительство, крепкого здоровья, успехов в работе народа Азербайджана, мира и процветания. С уважением, Садыр Жапаров, президент Кыргызской республики. В общем-то, я бы, наверное, не стал повторяться на тех моментах, которые уже обстоятельно отразил в своем выступлении уважаемый господин заместитель министра Халав Алиевич. Хотел только подчеркнуть, что действительно наши взаимоотношения, особенно в прошлом году, стали развиваться по восходящей. Особым, скажем так, импульсом и катализатором этих взаимоотношений стали состоявшиеся в апреле и в октябре прошлого года официальные государственные визиты. В апреле это визит президента Кыргызской республики Садыра Нургожевича Жапарова в Азербайджан, и в октябре, соответственно, государственный визит президента Азербайджанской республики Ильхама Гейдаровича Алиева. Как вы знаете, уже об этом было сказано и подчеркнуто, мы вышли на новый уровень нашего межгосударственного сотрудничества и взаимодействия, это уровень стратегического партнерства. Создан уникальный межгосударственный механизм взаимодействия на уровне глав государств, это Межгосударственный совет. И уже прошло первое заседание Межгосударственного совета в ходе государственного визита президента Азербайджанской республики. Также хотел сказать, что в Баку после 4-летнего перерыва состоялось 4-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому культурному
взаимодействию в культурно-гуманитарной сфере, которые тоже заложили определенные перспективы для того, чтобы наши взаимоотношения и дальше развивались по восходящей, заложен определенный потенциал. Позвольте еще раз присоединиться к поздравлениям, поблагодарить Министерство иностранных дел, руководство Министерства иностранных дел за сегодняшнюю организацию этого замечательного мероприятия, фотовыставку. Соответственно, я надеюсь, что здесь подготовленная, совместными, можно сказать, усилиями фотовыставка, она дает, конечно, определенное впечатление, особенно, наверное, с тех времен, когда был еще завершен первый визит общенационального лидера Азербайджана, уважаемого Гейдара Алиевича Алиева в 1995 году. Наверное, особенно важно подчеркнуть. И хочу также выразить уверенность, что посольство Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике будет и дальше тем мостом, тем механизмом, который будет в дальнейшем укреплять и развивать наше межгосударственное сотрудничество. Чок сау, чок рахмат. В завершении участники мероприятия ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Делегация во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакытом Турубаевым прибыла в Баку. В аэропорту Гейдара Алиева гостей встретили официальные лица Азербайджана, а также посол Кыргызстана в Азербайджане и Грузии Кайрат Усманалиев. К нам Захаров обращался, что я хочу покупать. В рамках рабочей поездки в Азербайджанскую республику заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Турубаев встретился с азербайджанскими предпринимателями. В ходе встречи Бакыт Турубаев рассказал о перспективных направлениях для иностранных инвесторов, о принимаемых Кабмином мерах по созданию благоприятной среды для развития бизнеса и о существующих налоговых льготах. В целях более подробного ознакомления с инвестиционным потенциалом нашей страны директор Национального агентства по инвестициям при президенте Умбриэль Тимиралиев провел тематическую презентацию. В рамках встречи азербайджанские компании выразили заинтересованность в расширении торгово-инвестиционного сотрудничества с Кыргызстаном. Так, компания CTC Holding заявила о своей заинтересованности в сотрудничестве в области выработки электроэнергии из возобновляемых источников солнца и ветра. Одна из крупнейших компаний по производству мебели полного цикла, Greenwood, проявила заинтересованность во вхождении на рынок Кыргызстана и возможности локализации производства мебели. Компания Камран Хабибов, являющаяся одним из крупнейших логистических предприятий страны, выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества с государственным предприятием Кыргызпочтасы и свободной экономической зоной Нарынской области. Компания Phoenix, занимающаяся строительством теплиц под ключ по новым технологиям, также проявила заинтересованность в расширении контактов с кыргызскими предпринимателями, отметив, что участники встречи смогли задать интересующие их вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы. По итогам встречи Бакыт Турубаев пригласил компании, представляющие Азербайджанскую республику, посетить Кыргызстан для более детального ознакомления с инвестиционным потенциалом.
Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакыт Турубаев принял участие в саммите «Движение неприсоединения». Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Бакыт Турубаев выступил 2 марта на проходящем в Баку саммите контактной группы «Движение неприсоединения по борьбе с COVID-19». Данный саммит является основным собранием в рамках движения и проводится каждые несколько лет. Страна-хозяин очередной конференции в лице главы государства или правительство становится председателем движения на очередные 3 года. Цели и задачи дальнейшего сотрудничества в сфере гражданской авиации между странами были обсуждены на встрече президента АЗАЛ Джахангира Аскерова и заместителя главы Кабмина Кыргызстана Бакыта Турубаева. Встреча состоялась при закрытых дверях. Стороны обсудили идеи по повышению эффективности сотрудничества, а также определили конкретные меры для открытия авиасообщений между странами. Джахангир Аскеров отметил, что эффективное сотрудничество в сфере авиации значительно укрепит взаимоотношения между странами, способствуя развитию их экономических, культурных, туристических связей. Бакыт Турубаев высоко оценил достижения Азербайджана в сфере гражданской авиации, выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество между странами в этой сфере будет успешно развиваться. По его словам, партнерство позитивно скажется на укреплении деловых и туристических связей между государствами. Делегация, возглавляемая заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской республики Бакыта Турубаева, посетила технологический парк и кабельный завод в Сумгаите, промышленном городе-спутнике Баку. Была организована прогулка на производственные зоны, где делегации из Кыргызстана подробно рассказали об ассортименте произведенной продукции и обширной географии рынка сбыта, а также спросе. Со стороны STP Global Cable была предоставлена информация о производственных мощностях завода по производству кабельно-проводниковой продукции и завода электрооборудования. После переговоров была организована экскурсия на территории завода. Продукция, производимая заводом на основе высоких технологий, конкурентоспособна и широко используется как на местных рынках, так и за рубежом. Коммерческим директорам предоставлена информация о производственных мощностях завода по производству кабельно-проводниковой продукции и завода электрооборудования. После переговоров была организована экскурсия на территории завода. Завод входит в 6 лучших заводов мира по производству кабелей. Есть широкая география сбыта продукции, в том числе в страны Центральной Азии, однако опыта сотрудничества с Кыргызстаном не имеется. Были в обобщенном варианте презентованы проекты в сфере энергетики Кыргызстана, в том числе дана информация о проекте КАСА-1000, проектах строительства малых и средних ГЭС, а также потребностях в замене устаревших линий электропередач и трансформаторного оборудования в республике. Азербайджанская сторона выразила живой интерес к кооперации, в частности к участию в презентованных проектах, в том числе и в качестве инвесторов. Также было предложено подумать об открытии филиала завода в Кыргызстане, чтобы при заключении соответствующих контрактов и реализации проектов на месте производить продукцию, которую также можно будет сбывать под маркой Made in Кыргызстан в страны ЕАЭС. Экономия на отсутствии таможенных сборов. Данное предложение было также принято для размышлений.
Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики Бакыт Турубаев ответил на вопросы телеканала «Пирамида». Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже сколько дней находитесь в Азербайджане. Скажите, пожалуйста, с какими вопросами вы приехали сюда и какие вопросы на повестке дня были? В рамках визита саммита движения неприсоединения мы участвовали в саммите. Если оценить мероприятие саммита, то на высоком уровне прошло. От имени Кыргызской республики, от президента мы передали послание Ильхаму Гейдаровичу. Мы оценили очень высокий уровень организации. И в рамках этого визита мы провели ряд встреч. Это первая встреча у нас произошла с вице-премьер-министром. Мы обсудили дальнейшее мероприятие по межправкомиссии. Мы обсудили в рамках визитов глав государств, какие были подписаны соглашения, меморандумы по их реализациям. На сегодняшний день мы достигли, все внутренние процедуры прошли по Азербайджанскому, Кыргызскому фонду развития. Уже мы в марте-апреле месяце этот фонд уже заработает. Мы провели встречи с бизнес-кругами. С бизнес-кругами очень плотно провели переговоры. Мы оговорили, что в июне месяце мы проведем бизнес-форум, кыргызско-азербайджанский бизнес-форум проведем. Следующий мы сегодня посещаем это кабельный завод. На высоком уровне здесь видно производство налажено. Мы хотим, чтобы у нас в основном из Турции приходит. Мы хотим, чтобы была альтернатива поставок. Мы это хотим посмотреть. Также мы провели встречу с генеральным директором азербайджанской авиалинии «Азал». Мы хотим, чтобы у нас было авиасообщение, это Баку-Бишкек, Бишкек-Баку. Этим самым у нас появится еще дружеские отношения, глубинные дружеские отношения, и появится поток туристов, также с кыргызской стороны, также с азербайджанской стороны. Сегодня мы будем встречаться еще агентство пищевой безопасности. Это такая организация, которая имеет лаборатории на высоком уровне. Эта лаборатория проверяет ветеринарную продукцию, фитосанитарную продукцию и безопасность пищевых блоков. Вот. Мы хотим этот опыт применять у нас тоже в Кыргызстане. Мы сегодня будем с ними встречаться. 3 договоренности. Это поставка с Кыргызстана сливочного масла, поставка каленого лампочки разных ватов и поставка нашей кыргызской воды шожи. Это уже приблизительно мы сейчас оговорили. И также было оговорено, что мебельная продукция, которая производится здесь, они хотят локализовать производство в Кыргызстане по мебельной продукции, продаже моторного масла и другое. Вот как бы в рамках этого визита и в рамках наших госвизитов наших глав государств мы уже идем на высокий уровень отношений наших стран. Вот как раз я об этом хотела спросить, в каком этапе находится отношения смотря, 2-3 года назад взаимоотношения были такими вялыми, можно сказать. Сегодня у нас очень активными. Мы уже в прошлом году провели межправкомиссию в Баку. Межправкомиссию проведем в этом году, в июне месяце. Уже мы наращиваем. И создание фонда развития, это уже говорится о том, что у нас появляется взаимопонимание, и мы уже укрепляем наши дружеские отношения. Здесь уже открылся торговый дом Кыргызстан в Баку, это уже тоже хорошо. Мы хотим, чтобы у нас здесь появился в Баку почетный консул с нашей страны. Вот этим самым мы дальше будем углублять. Если мы проведем бизнес-форум, я думаю, что у нас экономические, импортно-экспортные отношения у нас даже еще улучшатся. Если честно сказать, у нас пока еще не на высоком уровне импортные отношения. Так что мы идем шаг за шагом, идем вперед. Перспективы очень много. Да, есть. Очень есть много. Это в энергетике, это в сельскохозяйственной части, это в IT-технологиях, это во всех аспектах. А
Это был первый визит ваш в Азербайджане? Нет, это второй визит уже. Второй визит, да. Как вас встретили? Я думаю, значит, у нас уже дружеские отношения, потому что мы уже с многими ребятами знакомы, мы уже общаемся не только как бы поверхностно, мы уже детально общаемся, как мы будем реализовывать все дальнейшие наши планы. Спасибо вам. Спасибо. В рамках официального визита заместителя главы Кабинета министров Кыргызской республики Бакыта Эргешевича Турыбаева в Баку, в Азербайджан, прилетели представители государственных органов власти для налаживания тесного диалога в бизнес-кругами Азербайджана. В первую очередь, это в части Национального агентства по привлечению инвестиций при президенте Кыргызской республики. Так, мы встретились с более 20 крупнейшими компаниями Азербайджана, а также провели отдельную встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Сейчас мы находимся в СТП, инновационном парке Азербайджана, где сосредоточены компании, которые занимаются уникальным выпуском кабельного оборудования. На сегодняшний день мы активно прорабатываем возможность прямых авиасообщений между Бишкеком и Баку в первую очередь, а во-вторых, налаживаем торговые взаимоотношения между азербайджанскими и кыргызскими предпринимателями, где от многих компаний получили очень большую заинтересованность, в частности, в строительном секторе, производстве строительных материалов, переработке пищевой продукции, в том числе овощей и фруктов, а также в туристической отрасли. Данный диалог очень позитивно оценен двумя сторонами, и как результат этого диалога мы пригласили азербайджанскую сторону приехать с рабочим визитом, а именно предпринимателей, в конце апреля, а также пригласили их сделать совместный бизнес-форум где-то в июне или в июле этого месяца. Ожидаем, что к концу года или в течение этого года выйдем на конкретное подписание как торговых, так и инвестиционных контрактов. Мевлана оказал влияние на многих деятелей культуры, от немецкого классика Гёте до известного хореографа Мориса Бежара. И это влияние сохраняется и в наши дни. Многие мыслители и писатели разделяют слова известного французского тюрколога Ирен Меликов, которая сказала: «Если все народы переведут на свои языки и прочитают произведения Мевланы, то в мире не останется ни вражды, ни войн, ни мести, ни ненависти». Мевлана говорил: «Мы не сажаем в эту землю ничего, кроме любви. В это чистое поле мы не бросаем другого семени». Послание Мевланы, которое ставило целью посеять среди людей любовь, мир и понимание, в наши дни приобретает особый смысл. Человечество прожило уже 800 лет, а учение Руми как было истинным, так и осталось. Всему, что зрим, прообраз есть, основа есть вне нас. Она бессмертна, а умрет лишь то, что видит глаз. Не жалуйся, что свет погас, не плачь, что звук затих. Исчезли вовсе не они, а отражение их. А как же мы и наша суть? Едва лишь в мир придем. По лестнице метаморфоз совершаем наш подъем. Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом животным, тайна тайн, чередование том. И вот теперь ты человек, ты знанием наделен. Твой облик глина приняла, о, как непрочен он. Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной, и ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной. О, Шамс, в пучину погрузись, от высей откажись, и в малой капле повтори морей бескрайних жизнь.
Məhtuş olduğum gecələr
Çöküp üstüme yatan demler Bəsanı Kəbəyə Bəsanı Kəbəyə Siyah quş olduğum gecə Zaman zaman oxuyub yarına doy qədər Düşəndə yanda Düşəndə yanda düşər şölələrdir canay Onar yaşaya Pürmüş olduğum geceler Çıxanda söftü Çıxanda söftü aşırın kalamın seyin O söften baştan ayağa Kuş olduğum gece Stay